Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, дорогие друзья! В эти дни во всех странах мира проходит Международный день памяти жертв Холокоста. Я уверена, что каждый из вас знает, что местом самой массовой гибели еврейского народа и потому символом трагедии Холокоста в Советском Союзе стал Бабий Яр. Сегодня одноименное стихотворение Евгения Евтушенко для вас читает студент Якутского института водного транспорта Максим Макаров. Над Бабьим Яром памятников нет, крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно, мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну, до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я, мещанство, мой доносчик и судья. Я растерялся, я попал в кольцо, затравленный, оплеванный, оболганный, и дамочки с брюссельскими оборками, визжа, зонтами тычут мне в лицо. Мне кажется, я мальчик в Белостоке, кровь льется, растекаясь пополам, бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я, сапогом отброшенный, бессилен, напрасно я погромщиков молю под Гога: бей жидов, спасай Россию. Насилует лобазник мать мою. О, русский мой народ, я знаю, ты по сущности интернационален, но часто те, чьи руки нечисты, твоим чистейшим именем брецали. Я помню доброту твоей земли, как подло, что и жилочка не дрогнув, антисемиты пышно нарекли себя союзом русского народа. Мне кажется, я — это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз, мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять, нельзя нам солнце и нельзя нам небо, но можно очень много. Это нежно друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут, не бойся, это гулы самой весны, она сюда идет. Иди ко мне, дай мне скорее губы. Ломаю двери, нет, это ледоход. Над Бабьим Яром шелест диких трав, деревья смотрят грозно по-судейски, все молча здесь кричит, и шапку сняв, я понял, я чувствую, что медленно сидею. И сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребенных. Я, каждый здесь расстрелянный старик. Я, каждый здесь расстрелянный ребенок. Ничто во мне про это не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлой. Я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий же русский. В этом году с нами сотрудничает библиотека, филиал номер 22, «Смарт-библиотека». Позвольте пригласить главного библиографа Центральной библиотечной системы города Якутска Людмилу Валерьевну Малышеву и предоставить ей слово. Пожалуйста. Сегодня, к неделе памяти жертв Холокоста, библиотека «Смарт» подготовила выставку. Наша выставка состоит из 3 частей. Первая часть выставки официальная, то есть здесь собраны именно документальные книги, документальные факты о Холокосте. Здесь предоставлена энциклопедия. Наверное, не все знают, что Гитлер задумал уничтожить евреев по всей планете еще в 1919 году. И вот такие факты вы можете узнать из книги «Преступники», «Нацисты», из энциклопедии. Вторая часть нашей выставки – это уже художественные произведения.
Здесь представлены книги по психологии, то есть как менялась психология людей во время Холокоста. Книга «Книжный двор» рассказывает о девочке, 9-летней девочке, о ее семье, о том, как они выживали во время Холокоста. Холокост в Латвии. Ну, здесь само название уже говорит за себя. О том, как все начиналось в Латвии, в Риге. О том, как пришли немцы. О том, как они искали евреев. Ну, уничтожение в первой части книги рассказывается об уничтожении русских во время Холокоста. И во второй части рассказывается о том, как уничтожались евреи. Холокост и сопротивление на родине Адама Мицкевича рассказывает о том, как все происходило в Польше во время Холокоста. Также психологический, очень большой психологический момент затронут о том, как менялись люди, их мировоззрение, о том, как вроде бы из доброго соседа сосед превращался во врага. Ну, это книга о личности. Сам Шиндлер, это была очень большая личность историческая, и во время Холокоста он спас более 1200 евреев. Банальное зла здесь рассказывается, скорее всего, о самом зле, о психологии нацистов. Третья часть нашей выставки посвящена детям. Очень много детей. Если у нас за время Холокоста было уничтожено 6 миллионов людей, то примерно половина из них это дети. Дорога из Освенцима. Здесь рассказывается о девушке, которую знал татуировщик в Освенциме. Но больше рассказывается о том, что ее ждало после Освенцима. В Освенциме все знаем, что все пережили тяжкие времена. Но после этого девушка попадает в ГУЛАГ. И как она психологически себя держит, как она не теряет себя как личность, как она пытается остаться человеком, любить, уважать, ценить людей после всего того, что она пережила, после ненависти людской. Об этом, обо всем вы сможете узнать, прочитав данную книгу. Анна Франк начала писать в 13 лет, писала 2 года. Писала она его как раз благодаря семье Гиз, которая прятала их семью Анны Франк. 2 года им удавалось их прятать. В лагерях смерти они были врозь с родителями, но Анне выжить не удалось. Выжил ее отец. И когда отец вернулся домой, он узнает от семьи Гиз, что Аня умерла. И тогда он начинает публикацию ее записей. Поэтому 2 книги представлены вместе. Татуировщик из Освенцима. Книга, скорее всего, не только о буднях, а о человеческих отношениях. Несмотря на те тягости, те трудности, которые люди переживали в лагерях смерти, все-таки у них сохранялась любовь, человеческое отношение друг к другу. И как раз татуировщик из Освенцима рассказывает о своей любви к девушке, которую он встретил в лагере. И после этого ему удалось выжить. После этого он пишет книгу «Дорога из Освенцима» про девушку, которая выжила, но попала в ГУЛАГ. Рассказывает о ней. Здесь книга рассказывает не только о детях, а об их семьях, вообще о людях. Поезд на Лондон – это поезд, благодаря которому пытались спасти детей евреев, их семьи. Как они это переживали, кому удалось спастись, кто не смог,
победить смерть. Книга Мапурга «В ожидании Ани». Могу сказать, что я, когда читала, я, можно сказать, влюбилась в эту книгу. Здесь нет рассказов о лагерях смерти, но здесь рассказывается о обычном селе, обычных детях, которые помогали спасаться детям-евреям. Книги представлены на выставке, собраны благодаря нашим сотрудникам из отдела документного фонда, благодаря Национальной библиотеке и филиалам централизованной библиотечной системы. Память о Холокосте необходима, чтобы ни мы, ни наши дети никогда не были жертвами или палачами, не стали равнодушными наблюдателями. Мы не должны об этом забывать. Свои знания и память мы обязаны передать детям и внукам. Они должны знать правду и быть в ней убеждены. Мир Холокоста существует и сейчас. Ведь Холокост не чисто еврейский вопрос. Чтобы геноцид, расизм, национализм не коснулся любого народа и никогда не повторился, необходимо проводить разнообразные мемориальные, образовательные, просветительские мероприятия в память жертв Холокоста во всей стране. И наша сегодняшняя выставка тому подтверждение.